Накануне 9 мая, оглядываясь назад, мы вспоминаем эту великую дату в истории нашей страны – победу в Великой Отечественной войне. Прошло 75 лет, как война закончилась. С каждым годом мы все больше отдаляемся от тех страшных лет, но память в наших сердцах не должна притупляться. Многое изменилось со времен войны, но навсегда останется нерушимой значимость той великой победы. С каждым годом становится все меньше очевидцев тех страшных лет. Они уходят навсегда, подарив нам самое важное в жизни – мирное небо над головой. Но всегда ли мы помним о них? Чтя память павших воинов, не забываем ли мы в суете будних дней о нуждах живых ветеранов? Рассказ писателя Анатолия Слепцова «Честные люди» заставляет нас задуматься над этим вопросом. Из отзыва о рассказе «Честные люди» учителя русского языка и литературы Татинского лицея Сысолятиной Людмилы Дмитриевны. На первый взгляд произошел банальный случай. Продавщица Глаша отказалась дать в долг старику пол-литровку накануне праздника. Потребовала разнарядку от главы наслега, который уехал с ветеранами в райцентр для участия в параде в честь 50-летия Великой Победы. Но если учесть, что старик, которому Глаша отказалась дать бутылку, прошел сквозь ад Курской дуги, который остался один на этом свете и хотел таким образом отметить священный для него праздник, День Великой Победы, почтить память погибшего друга, оправдания поступка Глаши просто нет. Так кто же такой Поликарп Петрович Хастахов? Этот одинокий старик был ветераном войны. Вместе со своим другом Яшей прошел все тяготы войны, принимал участие в сражениях на Курской дуге, был награжден одной из самых почитаемых солдатских наград – медалью за отвагу и орденом Отечественной войны второй степени. Но, к сожалению, из-за бюрократической ошибки не смог получить заслуженную награду. Глава Жероховского наслега отписался, что у них в наслеге нет Хастахова Поликарпа Поликарповича, а есть Хастахов Поликарп Петрович, и отправил награду обратно. Вроде бы все правильно. Отписался как положено. Проявил бюрократическое равнодушие, а ведь мог поступить по-другому и добиться, чтобы награда нашла своего героя. Из-за того, что Поликарп служил в хозвзводе, односельчане не смотрели на него, как на ветерана. Даже на парад в честь 50-летия Победы не взяли. Проявили неуважение и равнодушие. Поликарп Петрович Хастахов, человек, который прошел через ужасы войны, сумел выжить в адской мясорубке Курской дуги и вернуться живым в родное село, не захотел жить в мире, где царит равнодушие. Рассказ «Честные люди» в 2017 году стал дипломантом Международного литературного фестиваля имени Максимилиана Волошина, прошедшим в Крыму в поселке Коктебель. В 2019 году Анатолий Слепцов с рассказами «Быков мыс» и «Честные люди» стал победителем среди произведений короткой прозы Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Немного слов об авторе. Анатолий Игнатьевич – член Союза писателей России. Родился в 1968 году в селе Тыкёль. Окончил медицинское училище, мединститут в Якутске. Работал заведующим хирургическим отделением Татинской центральной больницы. Окончил высшие литературные курсы в Москве. Первая книга рассказов «Терябырах» вышла в 2012 году в издательстве «Бичик». Его произведение опубликовано в сборнике «Дабаи» литературного объединения «Араңа-Солус», в журналах «Чолбон», «Күрүлген», газете «Татта». Автор книг «Аға Кәпсетех», «Терябырах», «Кустук түрде». Рассказ Анатолия Слепцова «Честные люди» вы можете прочитать по этой ссылке в электронной библиотеке Татинской МЦБС. Не за горами время это, когда, держа ровнее стан, на нашу площадь в День Победы придет последний ветеран. И будет он под небом синим среди бушующей весны далеко виден всей России,
живой свидетель той войны. Он был на Волге и на Шпрее не ради славы и наград. Он шел туда, где тяжелее, где больше бури и преград. Он жил в суровом грозном веке, он отдал все, что мог в стране. Таким я вижу человека, который выстоял в войне. Но разве только в ратном деле? А сколько лет в родном краю, идя сквозь ливни и метели, он славил родину свою. А сколько вынес унижений и незаслуженных обид от тех житейских треволнений, его душа порой болит. Да, жизнь он прожил непростую, любовь и верность сохраня, придет, чтоб голову седую склонить у вечного огня. Не за горами время это, когда от боли старых ран уйдет из жизни незаметно войны последний ветеран. Пусть видит он под небом синим и тишину, и благодать. Мы, наследники того великого поколения, должны сохранять и передавать память о том страшном времени, о подвиге всего советского народа. Надеемся, что мы пронесем имена этих людей через века, а наши дети и внуки смогут с гордостью сказать замечательные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Так давайте всегда проявлять внимание и уважение к старшему поколению, а не вспоминать о них по великим датам.